Товарищи телезрители, мы сегодня находимся на одном из важнейших строек города, на строительстве птицефабрики. Птицефабрика по решению 10-й сессии, которая состоялась в июне 1989 года, должна была вступить в строй в конце 1990 года. Сегодня март 1991 года, как вы видите, фабрика еще не сдана. Я предоставляю слово сначала генеральному подрядчику. Ну, тут сказано только что должна была быть введена, но это не совсем точно. Или, может быть, решение у нас принимается в стиле застойных времен, но фабрика в прошлом году, птицефабрика, на территории которой находится, в прошлом году введена ни по каким, ни по выделенным средствам, ни по комплектации оборудованием, ресурсами не обеспечивалась вводом. А решение было принято, я о нем просто не знаю. На сегодняшний день, на 1 января текущего года, остаток сметной стоимости в деньгах прошлого года 4,5 миллиона рублей. 4,5 миллиона рублей для обеспечения ввода полной мощности. Эти мощности птицефабрики на сегодня разделены на две очереди. Для того, чтобы обеспечить эти очереди, ввод первой очереди, необходима комплектация 100% оборудования под эти объекты и выдержать технологию объектов, необходимых для его обеспечения. Кстати, в разделении очередей эта технология обеспечена тоже не было. Вот, к примеру, инкубаторий, который является неотъемлемой частью птицефабрики, почему-то попал во вторую очередь пускового комплекса. Нам непонятно. Какая обстановка сегодня сложилась? Значит, сегодня готовы основные сооружения птицефабрики. 2 птичника на 35 тысяч кур, 2 птичника на 54 тысячи. Идет монтаж конструкций птичников на 16 тысяч кур. Здание ветлаборатории, яйцескладов, кормов, комбикормов. Все эти сооружения уже в строительной части, по сути, готовы и требуют работы по начинке. В зданиях сегодня начат монтаж вентиляционных систем, начат монтаж внешних сетей. Сдерживается сегодня у строителей это отсутствие металлоконструкций в полном объеме на птичники на 16 тысяч кур, поставка Мегетского завода металлоконструкций. К сожалению, значит, обстановка в стране отразилась на этом заводе. Нету полной комплектации металлов для этих объектов, и они немножко отстают. В основных средствах строительными материалами мы обеспечены. Людей для того, чтобы работать, здесь достаточно. А вот с оборудованием на сегодня для нас абсолютная неясность. Абсолютно. То есть тот документ, который мы получили от дирекции, он не гласит полностью и не указаны сроки поставки абсолютно точно. Ну, для меня все же самое главное считается вопрос, кто же все же решал по очередям на сегодняшний день. Ведь там я вот спрашиваю директора совхоза, спрашиваю других специалистов своих, и никто не согласовал, какими же очередями, что должно как водиться. Это одно. И поэтому там надо обязательно учесть порядок. Если мы решили по 2 очередям, точнее вы решили по очередям, а что будет... Это вы подрядчик имеется в виду, да? Да, я имею в виду подрядчик. Почему-то Это не подрядчик. Никто не решал. Это проектом предусмотрено. Предлагаемый сейчас минимальный очередь, которая готова 100%, и можно вводить не глядя ни на что. Ни на металлоконструкции, ни на стеновое ограждение. Можно везде. И то есть то, что уже в наличии лежит оборудование. То есть мы можем, она как бы прослеживается. Дальше ну, здесь в любом случае ведь надо учесть специфику этого производства. Так что я прошу на это дело обратить внимание, это одно. Во-вторых, мы сейчас стоим, ломаем копья, но ведь самое главное, подрядчик в лице Стерлена товарища, ведь мы на сегодняшний день, он не берет те объемы в этом году. О чем мы сейчас можем говорить? Потому что они не подтверждены тем, что я уже сказал. Это сегодня разговоры. А вы возьмите документы, они говорят совершенно четко. Документы говорят совершенно Я знаю, четко. на сегодняшний день по старым ценам на 7 миллионов еще здесь не выполнено строительно-монтажных работ. На комбинат пока берет только 5 миллионов. По старым ценам 4,5 миллиона остаток сметной стоимости на всем комплексе. Вот заказчик подтвердит. Ну хорошо, эти цифры мы еще, конечно, посмотрим, но тем не менее суть пока в том, что пока комбинат не берет эти объемы. Нет, вы не правы.
Последний раз. Я только сейчас разговаривал с Слово товарищем. предоставляем Сейчас, специалисту, генеральному директору птицепрома Якутского производственного объединения товарищу Афанасию Ивану Ивановичу, который приехал любезно по нашей просьбе из Якутска. Да. Здравствуйте, товарищ. Ну что можно сказать? Недавно вот как раз вы и присутствовали. Расширенное заседание Совета министров нашей республики состоялось, где рассматриваются специальные вопросы по обеспечению населения продовольствием и товаром народного потребления. Здесь особенно было подчеркнуто именно особое внимание обратить нам на развитие скороспелой отрасли, как птицеводство особенно. Так что сейчас будет приниматься специальное решение правительства по дальнейшему развитию. Видимо, его на год, на 2 года, ну или посмотрим на 5 лет. Но не такие, которые мы всегда принимали, которые оставались в бумаге, а реальные, практически, которые надо осуществить. Вот в этом отношении я сегодня специально прилетел, чтобы посмотреть. Мы, вот производство объединения Якутптицепром, мы уже приняли Нюрбе, они построили на 35 тысяч. Для их населения, для Нюрбы это сегодня удовлетворяет, но думаем его дальше расширить. Также мы вот в этом году, я съездил, приняли в Солнечном Усмайском районе комбинат Журжу-Золото, тоже они своими силами, своими средствами построили тоже птичник. И там мы тоже открыли филиал. Мы тоже навернимаемся, как мы и договаривались. И здесь, видимо, эту фабрику мы тоже примем в свой баланс и будем эксплуатировать как неотъемлемую часть производственного объединения Якутптицепром. Ну, здесь я считаю, что надо, конечно, скорить. Спорить мы всегда любим, говорить много любим, но делать, конечно, надо. Надо. Сейчас народ ждет от нас именно не слова, а практические дела. Я думаю, что именно руководство района на правильном пути, именно и руководство Якутуголь, я думаю, в эти дни мы думаем усиленно, обратим внимание, и пусть, я считаю, что в недалеком будущем.